пожалуйста, о вашем герое. Вот какой подвиг совершил. А это папа мой. Начинал с партизан в Рязанской области, он сын с Рязани. А потом уже пошел в армию и дошел до Чехословакии. А в который раз принимаете участие? Второй. Да, в прошлом году и в этом году. Мне кажется, для меня самый светлый праздник. Всегда, всегда. И всегда слезы на глазах. Это мой отец, он воевал в Третьем Белорусском фронте. Брал Кенигсберг, был тяжело ранен, возвратился на родину, родил и воспитал нас. А почему решили принять участие? Ну, это мой долг. Это память о наших отцах, о дедах. Я пришла с прадедушкой, Енохов Афанасий Николаевич. Он служил под Ленинградом, вернулся домой весной в 1944 году. И вот дедушка по маминой линии Иванов Михаил Петрович награжден медалями за отвагу, победой над Берлином. Отец это мой, участник войны с 43-го года по 48-й. Нас 8 детей, я 6-й. И я сам тоже учился в Краснокутское летное училище гражданской авиации. Поэтому я, конечно, радуюсь, горжусь своим отцом. Могу маленько почитать даже один куплет. На Мамаевом кургане тишина, за Мамаевым курганом тишина. В этом кургане похоронена война, мирный берег, тихо плещется волна. Мой отец участник войны, вот поэтому всегда обязан ходить. С 15-го года постоянно хожу. Мы пришли с доченькой, с Марией, пришли с портретом моего папы. Валиулов Андрей Степанович был призван Вторым Украинским фронтом из города Казани. Ну, имеет, конечно, награды, ордена. Это очень важно, что мы соблюдаем традиции. И вот этому маленькому поколению мы должны передать вот с такого возраста, что была война, чтобы больше ее не было, чтобы было мирное небо у нас над головой, и никакие тучи не сгущались. Всех с праздником, такой великий праздник. Желаю всем здоровья и счастья, всем семьям, всем поколениям. Мы уже не первый год ходим и участвуем в бессмертном полку со всеми своими прадедами, пытаемся донести до подрастающего поколения, чтобы они не забывали, чтобы они передали это всю эстафету дальше. И что бы вы хотели пожелать якутянам в этот день? Чтобы мы все помнили о том, кому мы благодарны за наше светлое небо и мирное существование, и никогда об этом не забывали.